Розой Исаковной я встречалась 19 мая у нее в кабинете, это где сейчас сидит премьер-министр. Значит, у нас был такой разговор, что я сказала, что вы останетесь в истории, но если вы не предпримете. Я вообще сказала так: зачем вы на себя взяли такую ответственность? Зачем вам на 1,5 года стать президентом переходящего периода? Отдайте какому-нибудь мужчину. Они специально вам отдают, потому что они знают, будет Ожское событие. Потому что к этому идет. Я даже сказала, вы в истории останетесь как черная роза. Она, наверное, подтвердит мои слова. Одновременно я ее жалела как женщина, как политик-женщина. Почему? Потому что такой нож она, такое тяжелое время на себя взяла. Я попросила чрезвычайную ситуацию. А потом она сказала: Джилдыз, хорошо, мы чрезвычайную ситуацию с Джалалабадской области установим, а Ожской области нет. Потому что она через ВЧ разговаривала, а там сказали, все нормально. С кем она разговаривала, я не знаю. Это первая наша была встреча. Вторая встреча была наша 2 июня. Я захожу, говорю, если там у них есть, наверное, наш же пропуск, через пропуск, если архив поднимет, я там была. 2 раза через бюро пропусков заходила. Я еще раз говорю, Розыджи, будет, потому что я вице-президент общества дружбы Кыргызстана и Узбекистана. Сами узбеки говорят, что их заставляет выйти. Но сперва говорили, 12 июня будет Ожское событие. Почему-то 10-го сделали. Даже я сказала, что будет азан читать. Даже я сказала, вот это все, какие будут. Она опять через ВЧ звонит, говорит, нет, это ничего нету. Вот все подтвердили, вот при тебе я звоню, Джилдыз. Чрезвычайно не буду. Но еще у меня было 17 июня 2010 года с ней по телефону. Но это был очень жесткий разговор. Я не могу сказать, какие слова было сказано, но я ее потребовала, чтобы она прилетела в Ош, поговорила со своими правоохранительными органами, поставила точку, там уже пошли, извините, деньги, за деньги там много кое-что делали. И попросила прилететь на вертолете, садиться первого обла администрацию. Конечно, ей будет очень жестокое слово сказано, потому что жестоко были убиты мои земляки. Попросила, и сделает она совещание правоохранительными органами, потом поедет облбольницу, встречается с пострадавшими и сразу улетает. Я еще сказала, чтобы, не дай бог, ее кто-нибудь там, что-нибудь случится, нам не нужно, что Вашо убили Розу Исаковну. Чтобы такой ярлык тоже нам абсолютно не нужен. Это слова тоже было сказано. Если она, конечно, это был наш разговор, мы когда разговаривали, телефон сорвался, может, телефонный распечаткой можно, она перезвонила через городской телефон, и мы дальше с ней разговаривали. Так что Роза Исаковна, как президент переходного периода, на ее действия тоже должно быть дано юридическая оценка.